Здравствуйте, уважаемые телезрители! В преддверии 30-летия Победы мы решили подготовить вам серию интервью с общественными деятелями, политиками, историками и другими экспертами о темах, которые не теряют своей актуальности. И первое интервью в этой серии мы сделали с Ляной Кварчели, куратором выставки «Фотомозаика. Абхазия в позднесоветский период». Ляна, я знаю, что уже многие снимали эту выставку, она была в новостях, в сюжетах, но как нам кажется, что есть здесь больше гораздо материала, чем то, что может уместиться в рамках новостей. Это огромный период нашей истории, и, как мне кажется, еще вот личное какое-то впечатление от выставки, что как были все-таки одухотворены, да, люди, чем-то восхищены, чем-то вдохновлены. Да, вот это главное такое впечатление, которое, например, я вынесла отсюда. Вот как вам кажется, вообще, когда вы ее замыслили, когда Центр гуманитарных программ ее замыслил, что было вашей главной целью? Вообще изначально была идея показать работы художников, творчество художников, которые творили 80-е годы и вот которых называли сухумским авангардом. Вот их произведения называли сухумским авангардом. Но мы же обсуждали идеи, а что еще можно сделать? И как люди, которых беспокоит судьба нашего культурного наследия, памятников наших исторических, архитектурных, мы подумали, что надо было бы подготовить вот как бы хотя бы такие какие-то легкие работы провести для консервации одного из памятников. И естественно, что в первую очередь приходила на ум Сухумская крепость. И тогда мы подумали, что вот давайте мы подготовим такую площадку именно в Сухумской крепости и проведем там выставку. Но по мере обсуждения мы стали говорить, ну давайте отразим, вообще-то интересная была эпоха. Давайте покажем вот атмосферу, в которой творили эти художники. Сделаем выставку, взгляд такой вот на прошлое, недавнее прошлое, через фотообъектив. Конечно, когда мы стали собирать фотографии, вот все это вышло вот за рамки только вот интереса к тому, вот в какой атмосфере творили художники. То есть мы стали думать о том, ну что нас волновало тогда, что происходило. И, к сожалению, мы, конечно, не смогли собрать достаточно фотографий, чтобы отразить абсолютно все то, что происходило в этот момент интересного в Абхазии. И в культурной жизни, там, наши коллективы музыкальные, танцевальные и так далее. Я помню, тогда гудаутский ансамбль поехал в Соединенные Штаты Америки, Акаки Малия руководителем его был. Например, вот у меня не было фотографий, к сожалению, не нашла, чтобы вот это тоже показать. Это то, что касается культуры. Но что касается политики, это ведь очень насыщенный период. Это то, что это напряжение, которое нарастало. В 1989 году произошли столкновения. У меня не было никаких фотографий именно, которые показали бы, допустим, акцию филармонии. Там вот есть фотографии, которые показывают, где голодовки были, сидячие забастовки. Да, я видела там, как Зурабач общается с грузинскими участниками. Да. Видимо, это студенты, демонстранты. Да. Ну вот, например, филармонии у меня нет ни одной фотографии не было. Конечно, мы же фотографии брали не только из своих собственных архивов. Мы сделали объявление в Фейсбуке, в Телеграме, просили людей делиться своими архивами, которые вот относятся именно к этому периоду. Но, к сожалению, вот очень мало кто откликнулся, вот звонили, присылали фотографии, но там в основном, допустим, такие массовые фотографии, мы просили, чтобы какие-то события отражали, как люди идут на парад. Но это тоже, в принципе, интересно, как примета того времени. Но хотелось немножко другого. В итоге у нас получилась коллекция, которая состоит из известных фотографий, которые уже много раз публиковались, и они есть в интернете, и фотографий, которые, может быть, еще зритель никогда не видел. Например, вот какие вот такие, которые, например, для вас стали новостью? Вот очень много, например, фотографий, которые
касаются деятельности Союза творческой молодежи. Вот это первая Пицунская конференция, на которой было решено создать Союз творческой молодежи. Мне кажется, вообще эти фотографии мало кто видел вот из частных коллекций. Потом вот с актерами, с Теймуразом Чамагуа и с Ахба Лавриком мы встречались, они тоже из своих коллекций частной принесли фотографии. Ну, например, фотография, где первый образец флага держат люди, которые работали в форуме, там Ермолай Аджинджа, Лаура Бени, Ачва там, и другие. То есть вот попались такие очень интересные фотографии. Я, например, в своем собственном архиве нашла фотографию как раз перед войной. Сухумская мэрия, вот делегация Сухумской мэрии, в которую вошли несколько человек, в том числе меня пригласили, я тогда работала в университете, но поскольку владела английским языком, меня включили в делегацию, чтобы заодно переводила. Мы поехали в Килмарнок на 400-летие празднования нашего города-побратима. И там были мэры из 4 городов, в том числе из Сухума. Это шотландский город, Это правильно? Да, город в Шотландии. Нодар Хашба был тогда мэром Сухума. Вот мы поехали в Килмарнок. Туда подъехал Джордж Хьюитт, Заира. Джордж и Заира приехали со своими детьми. Вот мы как-то там все вместе были. И вот я нахожу фотографию, на которой сидят вот все 4 мэра, плюс делегации, и плюс люди, которые работали в мэрии Килмарнока. И я с удивлением обнаруживаю, что там справа, где-то с краю, стоит Никола Стерджен, которая потом стала премьер-министром Шотландии. Оказывается, мы с ней тогда общались, не подозревая, что это будущий премьер-министр. Ну, вот такие какие-то интересные фотографии. Ляна, скажите, а вот если разделить условно по темам, да, темам, которые здесь представлены, даже можно сказать, может быть, не темам, а событиям, вот какие бы вы назвали такие вот самые важные, на ваш взгляд, здесь представленные? Ну, естественно, Вообще мы хотели с 80-х годов начать. Вот сначала 80-х перестройка. Ну вот, поскольку мы отталкивались от того, что мы хотели показать, в какой период творили художники, у нас как бы главная цель была вот как бы это. Но потом она как-то трансформировалась, потому что, ну, как бы все было связано друг с другом. Был конец 70-х, волнение того периода. К сожалению, именно вот по тому периоду у нас не было фотографий, чтобы показать, что происходило в 78 году, ведь тогда тоже очень важные события происходили, и людей тогда заводили уголовные дела и так далее. Вот того периода у нас как мало было фотографий, только отдельные какие-то мы нашли и включили их в коллекцию. Значит, мы решили так, вот что происходило в политике в это время. Это период такой был, когда набирали силу национальные движения и у нас, и вообще во всех советских республиках, когда началась уже перестройка. У нас это раньше как-то бурлило все каждые 10 лет, а после перестройки это вот, так сказать, повсеместно происходило. И мы же помним, какие здесь бесконечно были и забастовки, и марши грузинские, и народный сход. Конечно, мы отталкивались от Лыхнинского схода. Вот. Потом мы подумали, что хотелось показать тоже вот работу Айтгалара, но, к сожалению, нет архива фотографий. Вот единичные какие-то фотографии. Странно, да? Да, действительно, да. Я ко многим звонила, просила, и практически все говорили, что либо они кому-то передали фотографии, когда готовились там статьи, книги или передачи, либо они говорили, что во время войны был уничтожен архив. Вот. Но кое-что все-таки осталось, и то, что мы смогли найти, мы показали. А вот до того, как Айтгалар образовалась, вот был вот этот союз творческой молодежи, в который входили Арда Иналыпа, Нодар Чанба, Денис Чачхалия,
Геннадий Аламия, Алина Ачба, Диана Ахба и так далее. Многие-многие входили, вот они были очень такими инициативными, и потом они работали уже, Вайтгалера были одними из тех, кто вот у истоков создания стоял наряду со многими другими нашими общественными и политическими деятелями. Вот. Так что показали как бы вот эту сторону, что предшествовало созданию Айтгалера. Потом вот мы попросили Владимира Зонтария написать для нас текст относительно того, вот что происходило в это время в среде интеллигенции. И когда он нам дал свой текст, мы увидели, вот какая, как бы он написал больше о том, какая война происходила в научном мире, особенно в историографии. Грузинские историки, абхазские, как обвинение в том, что абхазов нет. да, не только это, а то, что просто какие-то книги запрещались, там, диссертации не давали защищать и так далее. И вот, естественно, мы обратились к людям, которые эти книги создавали, там, и архив использовали фотографии из архива Шалвы Денисовича Иналыпа, Георгия Алексеевича Дзидзария. У нас, кстати говоря, здесь фотографии, которые посвящены вот археологическим раскопкам. Да. Это ведь тоже время такое было, когда очень бурно они проходили, а тем более Батал Кубахи один из организаторов. Я вот видела и Мушнихвардская. Да. Мушнихвардская, Вадим Бжания, Лаша Кугоня, ну, Ливарса Бутба и так далее. Я не знала, что Ливарса Бутба тоже ходил. Да. Ну, многие занимались, да, в это время, они помогали на раскопках, даже если не были профессиональными археологами. Вот. Но это тоже какая-то очень важная часть нашей жизни была. Я хочу сказать, вот, может быть, если бы кто-то другой организовал эту выставку, ну, наверное, какие-то, может быть, еще другие темы затронул, еще какие-то фотографии люди нашли бы. Мы, конечно, это делали через собственное восприятие, потому что мы были молодые, 80-е годы, это когда мы закончили там институты, аспирантуры, приехали, там вот у нас висят, кстати говоря, фотографии тех, кто учился в Москве в аспирантуре, как раз 80-е годы, там Тали Джопо, Цира Габне, Аида Ладари, вот весь этот, вся эта вот плеяда молодых абхазских ученых, Елена Кубахи, вот. Но я хочу сказать, что это то, как мы, вот те, кто задумал вот эту выставку, как мы помнили, это через наше восприятие. Оно, конечно, наверное, не отражает какие-то вещи, которые, может быть, кто-то другой отметил бы. Поэтому мы ни в коем случае не претендуем на то, что эта выставка, ну, абсолютно, так сказать, покрывает абсолютно вот все темы и все важнейшие процессы и вопросы и события, которые произошли. Ну, какие-то основные, очевидные были, ну вот, а что-то было то, что нам очень близко было. Ну, мне кажется, это и очевидно. В любом случае у выставки, даже у кураторов, есть свой личностный подход, и это, я думаю, что нормально. Невозможно ведь охватить все, невозможно объять необъятно. Но мне интересно еще другое. Вот с точки зрения, скажем так, уже нашего поколения, людей, которые в 80-е годы как минимум были детьми, или вообще которых не было, да, ведь мы знаем про это время только либо со слов старших, либо ну, как-то так, да, то есть это очень такие непрямые воспоминания, можно, да, сказать. И вот как вам кажется, я думаю, что очень многим, я видела, что много молодежи сюда приходит. Я почему вообще узнала о выставке? Потому что увидела, что в соцсетях, в тех же Инстаграме, в Фейсбуке абсолютно молодые людям, которым 20 лет, 23 года, выкладывают, восхищаются. Вот я вот увидела вот этот общий посыл восхищения и условно фраз того, что вот какими они были и какие мы, и немножко осуждения вот, в адрес себя, условно говоря. Не то чтобы это передавала выставка, но есть вот такое ощущение, что вот хотелось бы немножко больше понять, чем было пропитано то время для вас. То есть было ли это время надежд, или было ли это время сопротивления, борьбы с тем, что происходило? Вот как это все ощущалось? Ну, это, конечно, был период такой романтический в истории нашей. Еще не было войны, но
такое вот единение было, не просто так же Айтгара назвали, да, было такое единение, были, мы обрели свободы, во-первых. Это когда началась перестройка, получили возможность, там, когда Владислав Арденба выступал там, с трибуны Верховного Совета СССР, это, конечно, для нас было очень такой очень значимый вот в исторической плане момент. А то, что молодежь интересуется, меня это очень радует. Я думаю, что я думаю, у нас и сейчас прекрасная молодежь, и они очень смелые и смело ставят очень такие важные для страны вопросы. Я думаю, что именно потому, что сегодня очень много важных вопросов решается, вот эта выставка оказалась актуальной. Она как будто немножко нам напомнила вообще, сколько сил, сколько нервов, сколько энергии, вообще сколько жизней положено было ну, вот для того, чтобы мы имели свое собственное государство, чтобы как-то могли самореализоваться как народ. Вот поэтому, мне кажется, сейчас для молодежи вот это вот актуально. Узнать получше. А потом, ну, есть люди читающие, как бы изначально им интересно, они копаются в источниках, а кого-то, может быть, могут вот подтолкнуть к более углубленному изучению истории, фотографии. Вот они увидели, теперь им интересно узнать про эти события. Так что я рада, что вот такой интерес вызвал. Вы еще интересную тему затронули, когда я прошлась, увидела, что, и мне это очень понравилось, что есть личностный подход, да, вот даже вот фотографии там, по-моему, Гиви Смыра и, по-моему, Адгура Иналпа и других. Вот, вот почему был использован, почему вы решили вот выделить и вот как-то вот повесить их фотографии, писать их историю, почему вы решили так делать? Ну, вот здесь как раз мы исходили из того, что, во-первых, это люди, которых уже нет с нами. Во-вторых, мы хотели отдать дань тем, кто вот больше всего вот на наше поколение повлиял. Вот мы со многими из них, ну, почти сверстниками были, и все-таки вот они для нас были, ну, как бы тебе сказать, они такими моральными авторитетами, что ли, были для нас. И не только моральными, это интеллектуалы, это сподвижники. Ну, во многом вот они шли впереди как-то. Мы думали, ну вот кто тогда на нас повлиял? И вот подумали, что, наверное, важно вот этих людей отметить. А кто там, перечислите, пожалуйста? Ну, там Владислав Григорьевич Ардзенба, Мушни Хварцке, Зураб Ачба, Гиви Смыр, Адгур Иналыпа и Даур Зантари. То есть вы практически охватили, это известнейший политик, получается, археолог, который нашел пещеру, да, нашу, скажем так, это потом писатель, ученый, который очень рано погиб. И да, получается, что вот вы пытались еще и охватить разные сферы, пытаясь показать, что все это как-то было актуально, да, в то время. То есть это был прям такой подъем, да, вот все это ощущалось. Знаешь, как раз когда мы вот выбирали кого вот как персонали, вот об этом мы как раз не думали, просто думали, кто на нас, вот кто для нас вот такими были ориентирами. Вот как-то так. А получилось так, как ты сказала, что действительно они Юрист-правовед, да, творили, физик, допустим, да, писатель, творили в совершенно разных сферах, но вот это вот ощущение свободы, оно как-то, оно было присуще всем этим вот людям, да, они были во многом вот опережали свое время. Вот это, наверное, их объединяет, то, что они опережали свое время. А еще вот интересно, вы уже дважды упомянули об ощущении свободы, да, при том, что это были времена, когда как никогда ощущалось
притеснения со стороны грузин, да, то есть это было времена, когда пошли уже были гамсахурдиевские движения, было вот противостояние, по-моему, уже были столкновения, да, вот и в Сухуми там даже какие-то такие вот моменты, и вот это, то есть это было все-таки ощущение свободы или единение в борьбе вот с ними? Ну, и другое. Мгм. Вот это как бы неотъемлемые были части. Если ты свободен, то ты во всем свободен. Если твои права нарушаются, то они нарушаются. Тут как бы нельзя отделить одно от другого. Вот с одной стороны, как я сказала, перестройка, она дала нам гласность, она дала свободу выражения, свободу слова и так далее. Но в то же время это был период, когда этим воспользовались и национальные движения, они стали крепнуть. То есть и у нас была возможность о себе заявить, у нас свобода объединений, мы могли... Айтгалар — это организация совершенно нового типа. Или, допустим, Союз молодежи. Это не была такая вот организация, созданная государством сверху. Они ставили вопросы экологические, они ставили вопросы, например, шествие в память о махаджирах. Это первый раз вот Союз творческой молодежи организовал. То есть они делали во многом, то, что они делали вопреки тому, что говорила, так сказать, центральная власть. Вот. Ну и, конечно, в это время обострились вот эти вот противостояния грузино-абхазско. Оно каждые 10 лет, мы знаем, выливалось в волнение, но тут ведь в Грузии очень много возникло движений, там и Гамсахурдия там был, и Какубава, и так далее, и так далее. И общество имени Чавчавадзе. И естественно, что вот это вот напряжение нарастало. Вот как-то в этом вот было вот интересное такое, мне кажется, как раз сочетание, когда на фоне такого растущего напряжения политического, которое очень явственно ощущалось, вот еще были такие островки, допустим, как кафе «Амра», где люди общались, невзирая на вот эти политические разногласия. И вот там есть, например, фотография, где сидят абхазские и грузинские художники в кафе «Амра». Да. Но потом вот и, так сказать, история разделила всех, и, к сожалению, это привело потом вот к такой вот полномасштабной войне, когда такие огромные потери мы понесли. Я думаю, что, вот, например, я знаю, что на днях Слава Чириков тоже организует выставку, а вот он как раз взял 93-й год, июнь-июль, по-моему, как раз когда он находился в Абхазии, у него есть фотографии очень интересные, мне будет интересно посмотреть. Вот там... Вы затронули немножко эту тему, вот, а как вам кажется, вот в то время, которое вы вот пытались осветить, эта выставка, было ли все-таки у кого-то, ну, скажем так, явное ощущение, что война близко, вот что будет война? Я могу сказать, что у меня не было такого ощущения, но я знаю людей, у которых это ощущение было. Например, Станислав Лакоба говорил, предупреждал. Ну, я думаю, что люди более такие опытные. Я на тот момент как-то, ну, вот многих вещей еще вот не чувствовала. Но я думаю, что, конечно, люди чувствовали, к чему это может привести. Тем более там в Осетии было, в Карабахе было. Ну, просто мне казалось это таким безумием, что я вот тогда как-то не допускала мысли. И мне, когда в 89 году это произошло, и потом все вот как-то успокоилось, я подумала, что, может быть, вот это, так сказать, ну, я скорее думала, может быть, это такое предупреждение не того, что может быть хуже, а наоборот, посмотрите, люди погибли. Может быть, это вот как-то предостережет. То есть я, конечно, ошибалась, но, к сожалению, все пошло по-другому. И еще один последний, я думаю, вопрос. Само место, да, где вы решили проводить выставку, Сухумская крепость. Как вам кажется, вот здесь, ведь это далеко не простое место, да, и в истории Сухума, и в Абхазии тоже, по большому счету, какую бы вы ему пожелали перспективу, да, будущее? Должна ли она быть всегда
за забором и недоступной. Какой жизнью, как вам кажется, она может жить? Я думаю, что у нас, понимаете, такие уникальные памятники. Я думаю, что их надо беречь. И надо на их месте какие-то вот такого рода площадки создавать, где можно было бы, например, вот здесь можно было бы выставлять реплики музейных экспонатов или какие-то другие выставки художников, или еще что-то. То есть великолепно ведь получится площадка, если, так сказать, со вкусом, аккуратно, чтобы ничего не разрушить, если вот как-то профессионально подойти к этому делу. Мне кажется, это было бы очень важно. Это историческое место, трагическое место, понимаете? Поэтому как бы это вот свидетельство того, что вот мы веками здесь жили, и здесь столько полегло людей для того, чтобы защитить эту страну. Понимаете, это напоминание нам об этом.